суеверие казахского народа. В русском языке значение, указывающее на отсутствие кого-либо или чего-либо, выражается при помощи предлога «без». Например, дом без окон. В казахском языке значение, указывающее на отсутствие кого-либо или чего-либо, выражается при помощи суффиксов сыз, сіз. Например, Машинасыз, без машины, машинасыз гараж. гараж без машины, Доссыз, без друга, доссыз адам. человек без друга, Тұтқасыз, без ручки, тұтқасыз есік. дверь без ручки, Велосипедсіз, без велосипеда, велосипедсіз бала. мальчик без велосипеда, Терезелерсіз, без окон, терезелерсіз үй. дом без окон, Көйлексіз, без платья, көйлексіз сандық. сундук без платья. В казахском языке прилагательные со значением отсутствия чего-либо или кого-либо, образованные при помощи суффиксов «сыз» или «сис», при переводе на русский язык могут быть представлены в виде существительного с предлогом «без» или в виде прилагательного с приставкой «без». Например, Жұмыссыз, без работы, безработный, жұмыссыз адам. человек без работы, безработный человек, Ақшасыз, без денег, безденежный, ақшасыз сөмке. сумка без денег, Ақшасыз адам. безденежный человек, Тұзсыз, без соли, несоленый, тұзсыз су. вода без соли, несоленая вода, Ұятсыз, без совести, бессовестный, ұятсыз адам. человек без совести, бессовестный человек, Үйсіз, без дома, бездомный, үйсіз адам. человек без дома, бездомный человек, Тіссіз, без зубов, беззубый, тіссіз адам. человек без зубов, беззубый человек, Үмітсіз, без надежды, безнадежный, үмітсіз адам. человек без надежды, безнадежный человек, Дәмсіз, без вкуса, невкусный, дәмсіз тамақ. еда без вкуса, невкусная еда, Білімсіз, без образования, необразованный, білімсіз адам. человек без образования, необразованный человек, Тәрбиесіз, без воспитания, невоспитанный, тәрбиесіз адам. человек без воспитания, невоспитанный человек. В казахском языке есть местоимение «сыз». Например, Сіз оқисыз, вы учитесь, сіз келе жатырсыз ба? вы идете, Сіз жұмыс жасайсыз ба? вы работаете. В казахском языке есть суффикс «сыз». Например, Үйсіз адам, бездомный человек, үмітсіз адам. безнадежный человек, Дәмсіз тамақ. невкусная еда. В казахском языке есть личные окончания, Сыз, сіз, а есть еще и суффиксы. сыз, сіз. Например, Үмітсіз адам. какой безнадежный человек, Сіз кімсіз? Үмітсізсіз. вы кто безнадежный, Сіз кімсіз? Үмітсіз адамсыз. вы кто безнадежный человек, Үйсіз адам. какой бездомный человек, Сіз кімсіз? Үйсізсіз. вы кто бездомный, Сіз кімсіз? Үйсіз адамсыз. вы кто бездомный человек, Ұятсыз адам. какой бессовестный человек, Сіз кімсіз? Ұятсызсыз. вы кто бессовестный, Сіз кімсіз? Ұятсыз адамсыз. вы кто
бессовестный человек. В казахском языке качественные утвердительные прилагательные образуются от существительных с помощью суффиксов Л, Л, Д, Д, Т, Т. Например, существительное Отбасы, «семья» присоединяем суффикс Л, получается отбасылы, семейный, отбасылы адам, семейный человек, сабырлы адам, терпеливый человек, сапалы зат, качественная вещь, тәрбиелі адам, воспитанный человек, шыдамды адам, терпеливый человек, мейірімді адам, добрый человек, көңілді адам, веселый человек, дәмді тамақ, вкусная еда, бақытты адам, счастливый человек, табысы адам, успешный человек, күшті адам, сильный человек, сәтті күн. удачный день. Качественные утвердительные прилагательные в казахском языке образуются от существительных также с помощью суффиксов. Шыл, шыл, Например, существительное арман, «мечта» присоединяем суффикс. шыл, Получается арманшыл, мечтательный, арманшыл адам, мечтательный человек, амалшыл адам, хитрый человек, кекшіл адам. мстительный человек. В казахском языке качественные утвердительные прилагательные также образуются и от глаголов с помощью таких суффиксов, как, Шақ, шек, ғыш, гіш, например, глагол ұмыту, «забыть». Присоединяем суффикс. шақ, Получается ұмытшақ, забывчивый, ұмытшақ адам, забывчивый человек, еріншек адам, ленивый человек, ашуланғыш адам, вспыльчивый человек, ренжігіш адам. обидчивый человек. В казахском языке отрицательная форма качественных прилагательных образуется при помощи отрицательной частицы «емес». Например, Арманшыл, мечтательный присоединяем отрицательную частицу «емес», получается арманшыл емес, немечтательный, кекшіл емес, не мстительный, ұмытшақ емес, не забывчивый, еріншек емес, не ленивый, ашуланғыш емес, не вспыльчивый, ренжігіш емес. не обидчивый. В казахском языке личные окончания присоединяются к прилагательным в утвердительной форме. Если прилагательное находится в отрицательной форме, то личные окончания присоединяются к отрицательной частице «емес». Например, Мен арманшылмын, я мечтательный, мен арманшыл емеспін, я не мечтательный, сен арманшылсың, ты мечтательный, сен арманшыл емессің, ты не мечтательный, сіз арманшылсыз, вы мечтательный, сіз арманшыл емессіз, вы не мечтательный, ол арманшыл, он мечтательный, ол арманшыл емес, он не мечтательный, біз арманшылмыз, мы мечтательные, біз арманшыл емеспіз, вы не мечтательные, сендер арманшылсыңдар, вы мечтательные, сендер арманшыл емессіңдер, вы не мечтательные, сіздер арманшылсыздар, вы мечтательные, сіздер арманшыл емессіздер, вы не мечтательные, олар арманшыл,
Они мечтательные. Олар арманшыл емес. Они не мечтательные. Временные прилагательные в казахском языке образуются от существительных с помощью суффиксов. Г, г, к, к. Например, существительное Қыс, «зима», присоединяем суффикс, қ, получается прилагательное қысқы, «зимний», қысқы күн. «зимний день». Временные прилагательные в казахском языке образуются не только от существительных, но и от наречий с помощью тех же суффиксов. Г, г, к, к. Например, наречие Бүгін, «сегодня», присоединяем суффикс, г, получается бүгінгі, прилагательное «сегодняшний», бүгінгі нан. «сегодняшний хлеб», Жазғы демалыс, «летние выходные», күзгі жел, «осенний ветер», көктемгі жаңбыр, «весенний дождь», күндізгі макияж, «дневной макияж», кешкі серуен, «вечерняя прогулка», таңғы кофе, «утренний кофе», түскі үзіліс, «обеденный перерыв», негізгі жол, «главная дорога», кешегі нан, «вчерашний хлеб», ертеңгі матч. «завтрашний матч». В казахском языке заимствованные прилагательные из других языков или прилагательные со значением социальные, социально-философские образуются от существительных с помощью таких суффиксов, как Дық, дік, тық, тік, лық, лік. например, Жыл, существительное «год», присоединяем суффикс, дық, получается прилагательное жылдық, «годовой», жылдық бюджет, «годовой бюджет», шетелдік фильм, зарубежный фильм, туыстық байланыс, родственные связи, мемлекеттік университет, государственный университет, студенттік билет, студенческий билет, рулық таңба, родовая тамга, мәңгілік от, вечный огонь, инженерлік факультет. инженерный факультет. В казахском языке в очень редких случаях прилагательные образуются от существительных с помощью таких суффиксов, как, И, например, существительное қазақ, «казах», присоединяем суффикс, получается прилагательное қазақы, «казахский», қазақы дәстүр, «казахская традиция», тарихи мұражай, «исторический музей», діни экстремизм, «религиозный экстремизм», ғылыми стиль. «научный стиль». По учебнику выполните сначала задание «Проверь себя», затем 5 заданий письменно, домашнее задание, и выучите новые казахские слова и выражения по теме «Запреты и суеверия казахов».